Здравствуйте, Константин. Ну, от вас очень интересно, конечно же, услышать вообще реакцию российского народа и что сейчас говорят непосредственно в Москве про выборы президента Украины. Насколько сильно и активно люди в России, непосредственно в Москве, следят за нашим процессом наших выборов? Ну, следят. Это одна из важных тем. А граждане России завидуют гражданам Украины, у которых есть выбор. У граждан России, к сожалению, выбора нету. Как в советские времена, если вы помните, когда выдвигался кандидат от блока коммунистов и беспартийных, можно было проголосовать за или иметь какие-то проблемы с Комитетом государственной безопасности, если испортишь бюллетень или проголосуешь против. Там всего одна галочка была. Место для галочки и все. Вот. Ну, завидуют, все завидуют Украине, что у граждан Украины есть выбор. Константин, очень интересно тоже услышать от вас ваше мнение непосредственно. У нас, опять же, хочу предупредить, что ни за одного, ни за второго кандидата агитация сегодня запрещена, фамилии желательно их не вспоминать. Но российский народ, давайте даже так поставим вопрос, российский народ и российская власть, чего они ожидают от выборов президента Украины? Какой вектор направления у народа и у власти? Давайте так, давайте начнем с народа. Но я не думаю, что у народа есть какой-то вектор власти, отличный от, если говорить об основной массе общества. Народу через пропаганду сообщают, какое у него мнение, что ему думать, как ему действовать. А власть хочет стабильности, хочет, чтобы Украина находилась, продолжала оставаться в этом переходном периоде. Константин, спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нашому ефіру, за то, що висказали своє мнення. Мали щойно Костянтина Борового наживо зі студії телеканалу АТР. Він є російським опозиційним політиком. Почули його думку.